что мы делаем сегодня? Мы читаем скан учебника «Краткий курс истории Советского Союза». Он выпущен в 1955 году. Это типичный, типовой, точнее, да, учебник для всех школ Союза. В его переводе на осетинский язык для Северо-Осетинской автономной республики. И, как обычно, источником интересных сканов для нас является паблик Баржевсак. Это он есть также в Телеграме. Ищите, подписывайтесь. И мы читаем сегодня предисловие к этой книге, поэтому оно немножко такое, может быть, покажется политизированным кому-то. И комментируем каждое предложение. Остановились мы на том, что для нас дорогу к социализму указала Великая партия коммунистов-большевиков. Уй ражамантлаварта нафыдалты, ама намадалты тохан. Она руководила. Руководить переводится как давать руководство. Ражамандатын и прошедшая форма от глагола датын, такое исключение лаварта. То есть она руководила борьбой наших отцов и матерей. Отцы и матери тоже слово исключение. Все слова в осетинском образуются при помощи, множественное число образуется при помощи показателя «т», после которого идет окончание «а». То есть просто берется слово, к нему прибавляется «та», по сути. Ну, например, «башта» — страна, «баштата» — страны. Но фыдалта и мадалта от слова фыд и мад. То есть добавляется еще такой суффиксоид ал, туда алта получается. Кущиты амажах кущиты тохан, то есть руководила также борьбой рабочих и крестьян. В русском языке эти слова не рифмуются, а в осетинском рифмуются, потому что крестьянин — это жах-кушак, то есть работник земли, да, земледелец скорее. Удон подзаха помещик там, а капиталисты хрисал зинат куапа, что и ват. Они, значит, царя, помещиков и капиталистов, власть, когда свергали, тогда. Такой буквальный перевод. Коммунистон партии Ражамандай мах шарыштам кущеты жах кущеты хисал зинат. Мах шарыштам социализм. Под правлением, под руководством, точнее, да, коммунистической партии мы создали власть хисалдинат рабочих и крестьян, создали социализм. А ражен — это строить, создавать. Шараштам — это мы создали, построили. Тоже можно сказать построили. Мы построили социализм. На баштаядамта антышчинайных куртратой сосарыса дишман на быршина апатфалтарантандар. Нашей страны народы антышчиной успешно. Антышт — это достижение. Иногда также антышцинат, длинное слово. Но антышт само по себе, в принципе, уже достижение. Антышт — это будет множественное число. Антышчин — это тот, у которого есть достижение, да, исполненный, так сказать, достижений. Наверное, это будет удачным осетинским переводом слова «успешный». Значит, успешно дали отпор. Нахкурт датын раттен — это дать отпор. Слово очень тоже интересно тем, что здесь есть «ных» — это лоб, и «курт», ну, как бы удар по лбу буквально дали, да. Но это, конечно, очень частое выражение в литературном языке, означает дали отпор, успешно отбили, да, на Советский Союз нападения все попытки. Да, то есть успешно отбили все попытки нападения на Советский Союз. Шаветон садиш даран кота гермайнак фашизма, ама япойнак тахканчита.
Значит, Советский Союз разгромил Даранканен, это громить, Даранкота разгромил германский фашизм и японских Кенак это, как сказать, ну, человек, который применяет насилие, да, насильников, злодеев. На башта Щи Ноджи Домбайдер, и наша страна стала только сильнее, еще сильнее стала. Дальше подзаголовок. Саул Шахур Канзан Асачинек. Чему научит эта книга? Асачинек вен разурзани, кут сардышты адам раджи жамане, кут тох котой садиши адамта, шеф харджиты амажнакты нахма. Эта книга вам расскажет в будущее время, куд сардышты, как жили люди в давнее время, раджи жаманы, куд тох котой, как боролись с садишадом та народы из Советского Союза против их харджиты. Вхаран это оскорблять, ну, в общем, кроме против своих, скажем так, соперников и врагов. Да? Нахма это, собственно, против. Кутбафтади Шакухе, как им удалось а, вот это кухе втаон, это буквально даваться в руку, да, значит, и как удалось. Кутбафтади Шакухе на райгуам баштая социализма башта шаражен, как им удалось из нашей страны отложительный падеж, отвечает на вопрос откуда, от чего, от кого, из нашей страны сделать страну социализма. Сочинега и шимах ноджи бажон за что-то инна баштаты адам ты сардем, а тохата хайдар. И из этой книги вы также, ноджи это снова или также, да, также узнаете о жизни жителей, точнее народов других стран и о их битве, их борьбе. Удон Юлдар Юма Хойненс истории. Все это вместе называется история. Махваржам на райгурам башта, амаен клама хоржонам я дишаджи истории. Мы любим нашу родину и ей должны хорошо знать ее чудесную историю. Вот эта форма амаен я историку амажонам, то есть 2 раза повторяется притяжательное местоимение, сначала в форме дательного падежа, потом притяжательным. Историчи жона уйхождар бамбардан рысардар. Кто будет знать историю, тот лучше поймет и современную жизнь. Здесь используется сослагательное наклонение «жона», а потом так называемое настоящее будущее время сослагательного наклонения, и потом просто будущее «бамбардан», да, поймет. Уй хуждар тох канзани на баштай жнакте нахма мафидар канзани социализм. Тот будет лучше бороться против врагов нашей страны и будет укреплять социализм. Конец введения. 1 глава называется «Нарайгурам башта раджи жаманы». Наша Родина в древние времена, в древности. Кут цардышты Адам раджи жаманы. Как жили люди в древности. Самай бажона мах рагон жаманы Адам и Сард. Как мы можем узнать жизнь древних людей, жизнь людей в древности? Юхат Швалатадона был за кахтой. Однажды дети копали яму возле реки, на берегу реки. Шартой жахыбан анахоршчета амадур. И нашли под землей странные анахор, кости и камень. Кайшартой удон баха что школама ахурганагма. И то, что нашли, они принесли в школу учителю. Шмахшивалата жахта ахурганак шартат штыр дишаджи заумата. Вы, ребята, говорит учитель, сказал учитель, нашли
штырдишаджи, да, высокого чуда буквально, большого чуда вещи, предметы. То есть очень удивительные предметы. Адонышты Рагон ехал Ширтышчита. Это древних крупных зверей кости, когда Тенграджаман, когда-то очень давно, Усышурта Сардышты Махпашта. И эти животные жили в нашей стране. Нарудон Шихшидышты. Теперь они исчезли. Как Шишкуди. Их, ну, буквально их семья прервалась, их род прервался. На Дуртау Раджи Жамана Сарагадам Ю Хаттак Ширтакамаймар Тояхам Хасангарш. А камень — это Хасангарш, такой инструмент, такой оружие, а потом вот такой синтаксис. В древности живущий народ, которым убивал диких животных. Вот. Ахурганагдур лазагл бабашта, амазравади вожал забук. Учитель привязал камень к палке, и получился тяжелый молоток. Вчера запись началась как-то не сразу, поэтому проговорю немножко то, что вчера сказал. Это очень интересный учебник истории, который опубликовал наш любимый телеграм-канал и паблик ВКонтакте Боржевсак, в который входят сканы осетинских изданий разных лет. И это учебник истории Советского Союза, СБУР-курс, короткий курс, или краткий курс по-русски скорее, который вышел из печати в 1955 году, когда еще работали национальные школы с преподаванием на осетинском языке. Это обзорный курс истории, ну, с древних времен до, собственно, 1955 года. Да? Он интересен тем, что опубликован в годы, пожалуй, наивысшего развития осетинской литературной традиции, когда на осетинском получала образование значительная часть школьников, наверное, большинство осетинских школьников училось в осетинских школах. И они не только изучали осетинский язык как предмет, но изучали другие предметы через осетинский язык. При этом учебники, и это очень хорошая иллюстрация, учебники просто переводились с русского языка. То есть тут есть, конечно, минус, они не были адаптированы, скажем так, под местные реалии, да, не шли от общего к частному или от частного как бы от местного к общему. Но, с другой стороны, это давало такую общность, что ли, да? Все учились, имели сравнимые знания, так скажем, похожие. Мы в первый раз прочитали несколько страниц и разобрали, что как переводится. Разобрали, значит, что это под редакцией профессора Шестакова, что он утвержден, да, одобрен, точнее, Ходжи Банматта, одобрен Всесоюзной правительственной комиссией, разобрали эту фразу, как она устроена, посмотрели предисловие. Предисловие часто называется в современном осетинском «ражнахаш». Здесь оно называется «ражзавт». Это чуть более буквальный перевод русского слова «предисловие» со словом от слова «слово» «зырт». Да? «Нахаш» — это иногда слово, но чаще все-таки речь, и «ражнахаш», конечно, больше подходит как перевод слова «предисловие». Вот, дочитали до места, где ребята нашли на берегу реки орудие древнего человека.
Давайте продолжим с этой фразы. Ахурганак дур лазагал бабашта, амазы рауади важал забук. Учитель Ахурганак. Ахурганак, как и в русском языке, означает учить, учиться, учить что-то, да, в смысле изучать. Но учитель образован от него как имя действия. То есть школа заута Ахуркананс, но Ахурганак — это не ученик, а учитель. А ученик будет Ахурганинак. Ну, значит, Ахурганак — учитель, камень на палку привязал, лазагал бабашта, а мазы рауади, и из нее получился. З — это краткая частица, в частности, отложительного падежа, местного внутреннего существования, которого многие отрицают, и отложительного, значит, амазы рауади, и из него получился тяжелый молоток, забук. Ахурганак разырташыватан, сысыр садишидар ахургантакай аханс рагон срамбната, мазы сышарынс, удаттам гашка бажонынс, тын граджи жаманты адам куцардышты уй. То есть учитель рассказал детям в Советском Союзе также ахурганта, то есть с той же основой ахор образованное слово, которое уже означает ученых. Ахургонда в единственном числе — это ученый. Ахургантан множественное число, значит, ученые раскапывают древние населенные пункты, древние поселения Саранбната. Амазысы Шаренс, и там что находят? Удаттам гашка, согласно этим предметам, согласно этим находкам. А бажонанс узнают тын гражи жаманты адам куцардышты в древние, в совсем древние времена. Люди как жили, уй, это. Да? Такой характерный осетинский синтаксис, когда в конце еще стоит завершающее местоимение. Да? То есть узнают, как жили люди в древние времена. Нужно сказать, узнают в древние времена люди, как жили это. Хорошо, следующий подзаголовок. Не жаманы Адам и Сарт. Можно перевести как жизнь древних людей. Милуанар дагма вахш, ажи ражма набашта, юж там ратты фаштама, уди баждин и хаембашт. Около, да, около здесь передается по слогам вахш, милуанар дагма, около 500 000 лет назад. Милуан — это старинное заимствование для слова миллион. Ардаг — половина, ардагма вахш — близко к половине. Наша страна, за исключением редких мест, Юштам Раттай Фаштама, Уди Баждин и Хаямбашт, была покрыта толстым льдом. Их — это лед, и Хай Амбаршт покрыта льдом. Анушанушты ифта, ама кутфаштама ихтартади. Столетие сменяло столетие. Ануш — это, конечно, слово, которое в современном языке означает век, но, видимо, раньше просто означало какой-то длинный промежуток времени. Век сменял век, или столетие сменяло столетие, ама кутфаштама, и в конечном итоге. Вот это слово кутфаштама означает в конце концов, в конечном итоге, когда что-то долго развивается, но в конце что-то еще происходит. И вот этот лед стал таять. Ихдар тади, да, и лед таял. Тади уй хушарердыгай. Он таял с южной стороны. Ама Адам дар фцак фажендышты хушары. И люди тоже сначала появились на юге. Хушары — это вот такое или местное значение родительного падежа с окончанием
Или по ряду других грамматических описаний Остинского это местный внутренний падеж. То есть он отвечает на вопрос в ком, в чем, да, то есть в каком месте. Вот на юге сначала появились люди, потому что там сначала растаяли ледники. Шасарду ди тынгважжао. Их жизнь была очень сложной, тяжелой. Вожжао очень интересное слово, оно, как предполагается, образовано от важ, вес, тяжесть, к которому прибавлялся показатель сравнительного падежа, да, на ау, как в слове иронау, например. Ну и удвоилось же, все-таки это устоявшееся уже слово, отдельное, с независимым значением, означает не подобно весу или тяжести, а буквально тяжелая, да, была тяжелая, трудная жизнь. Ша алфамблайт желдышта кадак шерта. Вокруг них крутились дикие звери. Вот это алфамблай или алфамблайте во множественном числе – это способ передачи в окрестностях, вокруг, рядом. Да? Егал, какие животные, какие дикие звери? Егал мамонта, аршета, огромные мамонты и медведи. Удонайтершкая, Адам амбахштышты лагатты амандыкканты. Боясь их, люди прятались в пещеры и наверное, землянки или ямы. Адам хортой увидагдырхта, гагадырхта, каймартой услышавты зиза. Люди ели корнеплоды, да, увидагдырхта, видаг это корень, дырх это фрукт или плод. Гагадырхта это ягоды, каймартой услышавты зиза, которых убивали этих зверей мясо. Шаваладартой каюамартой услышавты сармта. И на себе носили, то есть одевались, да, шаваладартой, носили на себе, которых убивали этих зверей шкуры. Здесь снова мы встречаем частицу «ю» в значении «убивали», как вроде аналог несовершенного вида в русском, да, потому что «амартой» означает «убили». Чтобы передать вот это повторяемость действия при, казалось бы, глаголе с превербом, да, с глагольной приставкой, используется вот эта частица «ю». Суан ю котой адам юма, охотились люди вместе, амашин ю ума гашкабантыш тимамонтах ужантах чиншарды амарында. И им умагашка, поэтому бантышти удавалось, антышт это у нас уже встречалось слово, значит, удавалось подобных мамонту, сильного зверя убивать тоже, да, благодаря тому, что они вместе охотились. Ну и есть всякие интересные теории, да, что люди благодаря вот совместному труду выработали такие социальные всякие навыки, умеют общаться в группе, организовывать совместный труд. В принципе, до сих пор, да, люди трудятся, как правило, в коллективах. Адамс и Амал котой уй харгедер котой юма. И люди то, что добывали, это и ели вместе. Харгедер котой. Можно было бы сказать уй хор той дар юма. Ну вот это харге котой, оно как бы усиливает этот глагол, что ли, при повторении, да, то, что добывали, и ели тоже вместе. Харгедар котой юма. Это называется в истории первобытный коммунизм, если я правильно помню. Но здесь такого термина не будет в этом учебнике. Раз Дима ночь даранушта. Прошли еще века. Адам бажи той шахадак жинг амалканен. Кушангар жаражен дурай кадай шчитай. Люди научились сами добывать огонь. Амалканен, только что у нас было слово. С амалкотой, да, то, что добывали.
И здесь жингамал канен, добывать огонь. Аражен, делать, строить, в данном случае изготовлять инструменты из камня. А здесь отложительный падеж с окончанием «ай» показывает материал, из которого делается что-то. Это одно из значений этого падежа. Значит, дур – камень у нас было, где вот дети нашли дур. Дур тау ради жаманы сарагадам юпхатак шартыка маймарту яхам хасангаш. Да, и этот камень оказался орудием древних людей, которым они убивали диких животных. И здесь вот из камня, из древесины, из костей делали инструменты. Аркоды котой фатама арден. Коды – это мысль, аркоды канен – это придумать. Но и вспомнить. Поэтому тут возникает какая-то двусмысленность, на мой взгляд, иной раз в осетинском тексте. Из контекста, в принципе, чаще всего понятно. В данном случае, конечно же, они изобрели, придумали стрелы и лук. Фат – это стрела, арден – это лук, как оружие. Вот фаштама адам бажи той кадак шарты армахурканен, амабайды той фоштарен. В конечном итоге, опять нам это слово встретилось, только что было кутфаштама, ихтартади. И здесь кутфаштама, в конечном итоге люди научились приручать диких животных. Каттакширт – это дикое животное. Очень интересное слово «каттак», оно означает «дикий», но образовано от слова «лес». Вы знаете, конечно, что «кад» – это лес, также «кад» – это древесина. «Кадай» вот здесь, да, из дерева. Значит, «каддак шарты армахур канен» – приручать диких животных. Армахур, интересно, тоже устроенное слово. Образовано от арм – рука, и ахур – привычка или учеба, да, то есть приучать к руке. В принципе, русский глагол «приручать» образован, конечно, от слова «рука». И начали «байде той фош дарен» – держать скот. Умайбира мингая штефаштата адам баже той пайдая гжея гойта тауэн, ама байде той жаха куштканан. И после этого, тысячелетия спустя, люди также научились «аван» – это сажать, сеять, «пайдаяк» – полезные, «жаягой» – это растения. «Жаягой» – это образовано от «жаен» – расти, о растениях, да, и «сарен» – это жить, а «жаен» – расти, и родственные два слова «животные» и «растения» образованы по одинаковой модели. «Сарагойта» – это животные, а «жаягойта» – это растения. Хорошо. Амабайды той же хакуштканены начали обрабатывать землю. Саранбанатан адама араштой халагутта, чешил хазарганта, чибитката фоши сантай, дарашта котой ганай. Здесь мы видим, как они строили жилища на Саранбанатан для своих поселений. Люди строили халагута – это шалаши. Слово «шалаш» устроено из «хал» – это трава или травинка, то есть отдельный стебель. И агут – это как бы покрытый, то есть халагут – это что-то покрытое травой или сеном, да? В принципе, как и устроен бывает шалаш. Чешил хазарганта – маленькие хижины. Хижина устроена по интересному осетинскому шаблону, когда берется слово, и к нему приделывается слово «гонд». Берется существительное, например, «хазар» – это «дом», и прибавляется «гонд». «Хазар-гонд» – это почему-то не совсем дом, но что-то похожее на дом. В данном случае мы переведем это как «хижины», чаще всего так переводятся такие
скромные жилища древности или современных народов, которые похожим бытом еще живут. Вот. Но это такой довольно популярный метод образовывать, как там было, кутугонт, по-моему, да, то есть есть много таких слов, они встречаются в литературе, и их, конечно, полезно узнавать. Чибитка – это очень интересное, тоже явно старинное заимствование из русского языка. Это кибитка, конечно. Да, то есть повозка. На повозке люди устанавливали шатер из фошисантей, из шкур скота. А одежду дарашта котой ганой делали из конопли. Бира раштаджида адам шакуштыта котой дурай амаштагай арашт кушангарштай. На протяжении большого долгого времени, да, бира раштаг, много времени, бира раштаджи дарг, дарг это после лог в течение, то есть на протяжении большого времени. Адам шакуштыта котой люди делали свои работы дурай амаштагай арашт кушангарштай. При помощи инструментов кушангаршта, это инструменты, кушангарштай, это вот при помощи инструментов или инструментами, да, то есть осетинский отложительный падеж в роли творительного. Или инструменталис, как вам называется на латинский манер. И из чего они сделаны? Опять инструмент. Нам только что на этой странице уже такое встречалось. Это из камня и из кости. Бира минашта расидиш, салема адам ржат кахан арху амандер варта таен канан бажи той вадма. Много тысячелетий, много тысяч лет прошло, бира минашта расидиш. Салема пока люди ржат это руда, добывать руду, копать руду буквально, медь и другие металлы, жгар это металл, жгарта металлы. Очень, конечно, престижно, что в осетинском есть свое родное слово для металла. Да? В очень многих языках это заимствованное слово, как и в русском металл. Значит, медь и другие металлы плавить научились. Очень интересный глагол для плавить. Плавить – это заставлять таять, да, то есть расплавлять. Таен – это плавиться. Ну, также, кстати, это же слово используется для переваривания пищи. Да, тоже говорят, что харинок на тае, да, не переваривается там, каких-то проблемах с пищеварением. Вот таен канен – это заставлять таять, то есть плавить. Значит, и все вместе, что у нас получается, много тысяч лет прошло до тех пор, когда люди научились добывать, или точнее копать просто руду и плавить медь и другие металлы. И в конце завершающее вадма, да. Вадма – это направительный падеж от вад тогда, да, то есть до того времени. Хорошо. Заканчиваем страницу. Высырагон страницу и главу. Высырагон жамантаю адаман алсадарудию маяг. В эти древние времена у людей все было общим. Кушангаршта амасахарина гамал котой удон. Инструменты и какую пищу добывали это. Да? То есть все, что они производили, и еда, и их инструменты были общими. Юалдарудышта амбар шажен фалуядон сарде. Все были равными в своем в своей трудной трудовой жизни. Хорошо. И следующая глава называется «Мкагай сардай падзахадма».
Тут мы видим, что с 1955 года изменилась орфография слова «мкаг». Сейчас мы пишем, точнее, извините, слово «мкаг» с двумя «г». Там интересное очень правило, что если слово на «аг», суффиксом «аг» удваивает последнюю согласную корня, то нужно писать две согласные, которые в конце. И как было принято образованным от слова «мг», поэтому пишется 2г. А, например, в слове «дыкаг» непонятно, какая согласная удваивается. Когда непонятно, какая удваивается, тогда пишется глухая. Вот в 1955 году, видимо, считали, что, пожалуй, непонятно, какая удваивается. Давайте писать глухую 2 раза. И этот разнобой с написанием то 2 глухих, то 2 звонкие, то иногда даже одна звонкая, одна глухая, он связан вот с этим орфографическим правилом. Есть в интернете и на сайте iruna.ru, в частности, думаю, и в паблике, и в телеграм-канале Божевсак тоже есть правила осетинской орфографии действующие. Они объясняют этот и другие сложные моменты. Значит, мкаггай сардай от жизни по родам к государству. Государство образовано, как и русское слово «государство» от «государь», образовано от слова «падзах», которое означает «царь» или «государь». Падзахад – это государство. Как-то амажнамта – рода и племена. Югайтай науди гауширталсуанканан. По одному было невозможно охотиться на крупных зверей. Суанканын – это охотиться. Суанканан науди – это способ передачи такой аналитический, без глагола «мочь» или без наречия «возможно». Способ передачи возможности, модального значения, по сути, да. Значит, было невозможно охотиться на крупных животных. Хэштай кашагахшан амахумганде жахан катсахдан. То есть, что было невозможно еще делать? Хэштай сетями, от слова хэш – сеть, кашагахшан – ловить рыбу, да, то есть ловить рыбу было нельзя, невозможно по одному. И также кад сахдан. Сахдан – это бить, ударять, рубить, а также играть на струнном музыкальном инструменте. Кад сахдан – это вырубать лес. Кад сахдан, то есть было невозможно вырубать лес под поля, да, хумганта, поля. Ума кашкаю фцакжамане, рвадал так радия хисан на кот той, фаласардышты юлдар юмама каггай, хатгай корт шада адымаджи онгдар. Значит, порой до 100 человек жили вместе, родственники. Поэтому умакашкаю. То есть первое время фцакжамане, рвадалта, родственники, а Карадзе Хисан на Коттой не разделялись друг от друга. Фала, но Сардышты жили Юлдар Юма, все вместе. Мкаккай по родам или по крупным семьям, да, так скажем. Вот, и могло их быть онг – это до предела, в числе, в частности, до 100 человек. Алсдаршинуди и Умаяг. Все у них было общее. А антрополог Дробушевский утверждает, что группы были, пожалуй, меньше. Он говорит 30-50 человек. И в качестве, понятно, что трудно найти четкое подтверждение этому, но в качестве одного из доводов считается довод о том, что люди в современном мире тоже делятся на примерно такие коллективы, там от 15 до 50 человек, когда можно всех знать по имени, да, что-то друг о друге помнить.
А если их больше, то они делятся там на 2 отдела: на работе, на 2 класса в школе и так далее. Вот. Ну, конечно, наверное, были и по 100 группы. Кушан горштей пайда котой юма. Инструментами пользовались вместе. Такой акцент на инструментах связан, конечно, с идеологией. Да? То есть это история, написан учебник истории советский, и упор делается на том, что сначала инструменты принадлежали всем, всей группе, а потом кто-то завладел инструментами, средствами производства в марксистских терминах и стал эксплуатировать других людей. Слово «эксплуатация» у нас уже встречалось в самом начале в предисловии как эксплуатация канензинат. Так оно было переведено. Сейчас уже не найду. Ссылочка бывает в описании к эфирам, можно взять тексты и самому тоже, конечно, почитать. Разбираем мы для кого? Разбираем для людей, которым тяжело читать осетинские тексты. Мы смотрим и понимаем, что не все так сложно. И также здесь очень много удачных терминов, в то же время не очень... Это учебник 4 класса, да, то есть это, в общем-то, для детей. То есть на уровне того, как называется молоток, да, как люди делали инструменты, как жили древние люди. Можно после этой книги порассуждать и на осетинском. Суаны ама кашагахшин масадышты юма жах куштой амдыхай. Садышта, да, значит, суаны сауэн – это идти на охоту. И кашагахшин масауэн – это идти на рыбалку. И вот на охоту и на рыбную ловлю они ходили вместе. Юма. Жах куштой амдыхай. Обрабатывали землю вместе. Здесь другое слово для вместе, которое образовано от слова тых, которое означает силу. Ам – это приставка совместности. Амдыхай означает общими усилиями, в этом смысле вместе. Шефтяг ама шатылла гварштойщих шане. Свою добычу и свой урожай делили между собой. Фошену дыштыю маяг, и скот был общий. Куштетан ражамант лавартой, сыхиштартою равжертою дом. Руководители работами руководили, каких старших они выбирали, они, да, то есть старшие, выбранные старшие руководили работами. Ражамант даттен, у нас уже было слово даттен в прошедшем времени, образует нерегулярную форму прошедшего времени лавартой. Давали, это надо переводить, то есть давали как бы распоряжение, да, ражамант, от раж вперед и амант указание, да, то есть показывали дорогу вперед, если совсем буквально, но это именно управление. Факультет управления в СОГУ назывался Ражаманды факультет. Наверное, и сейчас называется, если существует. И вот здесь Ражаманд Лавартой руководили. Тоже Хиштарта сейчас пишется через С-Т-А-Р, да? А тогда вот было такое интересное написание с буквой «Д» после «Ш». Шаюмая коттакта лыкотой агашмкачи юмая камбырта. Свои общие дела разрешали на общем собрании, на общих собраниях во множественном числе, да, амбырт – это собрание одно, амбырта – это собрание во множественном числе, то есть на общих собраниях рода, всего рода. Агашмкачи юмая камбырта. Лыкканан – это глагол, который означает, в общем-то, резать. Но вот это разрешать какую-то проблему
используется этот составной глагол «лык канан». Но как хасиди яхион тешарел. И род дрался за своих, да? То есть защищал своих. Андарм качику хаю шаищи мартку фасиш вот ин ю ервадал таяту грайштой. Когда от рук кого-то из другого рода умирал кто-то из них, был убит кто-то из них, то тогда они, родственники, да, его родственники, ервадалта и ату грайштой, мстили, да. Туг ишин – это буквально брать кровь. Хисам как тыхшан, арах сидиш хаштыта, хумганте, шарватте, катте, ама кашагахшан бнаттыхай. Между отдельными родами часто шли войны буквально. Хашт – это война, хашт – это множественное число. За поля, пастбища, леса и места для ловли рыбы. Салдар Шахаг Мукаджи, Юмас Удыште Южнам. Несколько соседних родов вместе составляли одно племя, были одним племенем. Здесь интересно, что вводится слово «жнам», оно выделено разрядкой, в скобках написано русское слово «племя», чтобы школьники знали, что это термин, что он означает по-русски, а кто-то, может быть, и не был знаком и тогда с осетинским термином, и такая как бы подсказка, но в подзаголовке уже написано слово «жнамта» без какого-то пояснения в скобках. Жнамты удиш кордминадаймаджи. В племенах было около 1000 человек. Высыю жнамы Адам юлдер зртой юавжагал. В одном и том же племени. Высыю. Люди все, точнее, люди одного и того же племени, да, Усаюжнам Адам, все Юлдар Зартою Авжагал говорили на одном языке. Интересно, что по-русски мы говорим на языке, и в осетинском тоже используется местный внешний падеж на языке буквально. На одном языке. Выдыште Усаю Ахдау Талхачт и придерживались одних и тех же законов, да, или традиций. Ахдау использовано слово. Жнаман удишах шаны в жарстватаг. И у племени был выбранный обществом вождь. Фатаг – это вождь. Один из переводов. Есть еще слово раждзок, которое тоже означает вождь или лидер, но есть вот еще и слово фатаг, они такие как синонимы.